Теленок. Тут еще помогает. Ножик не берет, ногти берут. Чешуя огромная. Я думал, только для красоты не нужно. Ну как видишь, леща чистить и глаза царапать. Всем привет, ребята. Сейчас он час вернулся с рыбалки и, в общем, немножко рыбки подловили. Лариса Юрьевна занимается. Ну и сегодня как бы погода такая позволяет. Тепло, плюс 5. Почистим рыбку. Сегодня у нас жареный налим, да, Лариса? Наконец-то покушаем свежего жареного налима. Ну и есть небольшие налимчики, которые заглотили, пришлось их забрать. Хотим закоптить. Как раз совсем недавно пришла коптилка новая. Та старая, ребят, совсем развалилась уже полностью, прогорела. И мы взяли универсальную такую, так как той коптилкой можно и на улице коптить, и дома можно коптить. В общем, такая универсалочка. Допустим, зимой бывает что-то охота закоптить, но это надо по-любому делать мангал, ставить коптильню, ну, в том исполнении, которое у меня есть. А в данный момент сейчас будет коптилка, которую можно прямо дома сделать. В общем, посмотрим. Заодно и рыбки закоптим. Так, топим баню. Деревня, ребят, выходные. В общем, друзья, вот моя старая коптильня. Уже брал, наверное, это 3-я или 4-я. Брали вообще тонкую, которая прогорела сразу же. Эту брали такую 2 миллиметра, 3, наверное. Ну, в общем, она тоже вышла из строя. Поддон уже рассыпается. Поперечные решетки прогорели. Вот эти тоже ставни уже болтаются. Ее, в общем, повело, ребят. Смотрите, видите? Открылась здесь. И крышка стоит неровно. В общем, уже не коптильня, а такое одно название. Ну, какую-то рыбу можно приготовить, скажем. Ну, так на крайняк можно увезти на какую-нибудь избу. А так, да, коптильня свой век отжила. Так, друзья, ну что, пока Юрьевна занимается рыбой, распакуем коробочку. В общем, домашняя коптильня, ребята, Кохлер, 20 литров. Есть, они идут 10, 20 и 30 литровые. Мы взяли среднюю. Домашняя коптильня, ребята, с гидрозатвором. Гидрозатвором. Вот такая штука. Упаковано так серьезно. Так.
идет крышка. Крышка с термометром. Очень круто. То бишь, по рецептуре можно даже выставлять конкретно градус и уже прям готовить точно. Так, в наборе, ребята, сама коптильня, 20 литров. Смотрю, положили даже щепу. Это очень круто. Книга рецептов. Шпагат. Я так понимаю, это в подарок идет все вот это дело. Потому что при заказе этого не обговаривалось. Идет шланг, ребята. То бишь, почему я говорю, что можно готовить дома? Это просто вот у нас, допустим, вытяжки нету в деревне. Ну просто вот мы берем, одеваем сюда шланг и выводим просто форточку. И весь дым выходит на улицу. Вот такая штука. Это я тут немножко посмотрел. Это если будем готовить, допустим, ну, что-то подвешивать такого плана. Поддон 1. Поддон 2. Так. Ну и получается что-то тут еще. В общем, это как раз вот именно, смотрите, с такими рисунками. Рыбка, сосиска. А это поддон под скопление жира, я так понимаю. Просто я смотрю, они есть побольше, есть поменьше. Интересно. Сейчас будем разбираться, ребят. Толщина такая интересная. Так, соответственно, значит, мы сыпем щепу на дно. Ставим поддон под скопление жира. И, в общем, уже устанавливаем. Решеточка одна. Соответственно, вот можно еще, получается, второй поддон поставить. Еще решеточка. Здесь вот такие вещи, ребята, смотрите, можно подвешивать рыбку, получается. И вот такая штука есть. Раз. Ну, не только рыбку, я имею в виду, курицу, не курицу. Сама крышка, которая закручивается. И в чем так мы закрутили. И вот гидрозатвор, ребята, вот сюда наливается вода. Сейчас мы тут разберемся, все затянем. Такая книжечка для заметок. Книга рецептов. В общем, ну, рыбу мы коптим. Как бы, ну и немножко своим пониманием имеем. А вот, в общем, сама схема и так далее. Ладно. Ну все, ребят, разобрался, в принципе, все. Вот она так закручивается. Не знаю, можно заливать, можно не заливать. Ну, в принципе, как правило, надо заливать. Ну, если там что-то такое серьезное готовить. Рыбка готовится быстро, полчасика там на среднем огне, и все нормально. Самое прикольное, ребят, что подходит к каждой плите, я имею в виду электрическая она или там сенсорная. Там. Также на мангале можно делать. В общем, вещь прикольная. Тем более, кто занимается, кто любит готовить. А выехать не всегда есть возможности, то взяли и готовим дома. Те же сосисочки закоптить. Круто. Шланг такой, ребят, метра 3, наверное. Соответственно,
мне кажется, до окна дотянется, до любого. Одеваем сюда шланг и выводим, получается, его форточку. И все, вся любовь. Ну, сегодня мы будем коптить на улице, так что шланг нам не понадобится. Так, все открутили. Так, а если, допустим, вот так. Ну, в общем, тут без разницы, ребят. Смотрите, можно подвесить, допустим, длинную какую-нибудь рыбу целиком, как нарисовано, допустим, вот здесь. Или не нарисовано. Или, допустим, берем вот так и подвешиваем. Ну, как захотел, так и сделал. Вот такие подставочки еще. На котлеты? Да. Нет, налим-то нет. А лечь туда. Пойдет. Чисто на пробу, ребята, решили закоптить налимчиков 3 штучки и подлещик. Чисто так, сегодня на ужин. Добавок к жареному налиму. Быстренько солим и приправа вот для рыбы. Лимонная приправа для рыбы. Копченый налим вкусный. Молоденький. Так, ребят, мангал уже не буду разводить. Закопчу на плите. Большой баллон закончился 5-литровый, придется на маленьких. Ну, скажем, все это недолго. Отлично. Так, берем коптилочку нашу. Берем нашу коптилочку. Так, щепа. Щепа присутствует. Щепа ольховая, наверное, не знаю. Многие, наверное, предпочитают и яблоню, и вишню. Чисто на глаз. Да, надо было замочить, да? Ну что, у нас гидрозатвором. Кислорода там не будет вообще. Так, поддон под скопление жира, но рыба не жирная, скажем. Это вот если курицу или сало коптить, то да, нужно. И, в общем, подвесим, ребят, наверное. На решетку не будем ложить, просто на крючочки сейчас сделаю и подвешу. В плане веревки тоже заморачиваться не буду, просто возьму проволоку и сделаем крючочки. Вот таким макарчиком. Раз. И сюда его. Бам-бам. Ну, как-то так, ребят. Закрываем. Плотненько закручиваем. Поджигаем. Ну и попробуем гидрозатвор. Немного налить воды. Все, водичка, ребята, налита. Миллиметров 8, не больше. Все,
ждем дым. Че, мы когда с тобой на рыбалку поедем? Только так сразу. Как только так сразу. Скоро зима уже. О, дымок пошел. Читаем сейчас инструкцию с Лариской. Оказывается, ребята, тут это поддон для щупы еще отдельно идет. А вот тот большой поддон для сбора жира получается. А я, короче, на дно все набамбахал. Ну ничего, ладно, будем знать. Просто такой копильни никогда не было. Я думаю, почему такой маленький? Это, оказывается, поддон для щупы. Вот сюда отдельно ложится, ребята, щупа вставляется. Потом ставится поддон для сбора жира. Ну и все остальное. А я, короче, нафигачил все туда. Ну да ладно. Температура 45. Температура того, ребята, уже 82 градуса. Время у нас 17 минут. Ну еще 10 минут. Ну что, полчасика прошло. Выключаем. Опа. Пускай постоит, остынет немножко. 100 градусов, ребята. Ну что, ребята, вот такая рыбка прокоптилась. Красота. Поддон. Вот единственное, то, что момент, ребят, я пропустил. Надо специальный поддон, получается, есть под щепу. Вот этот маленький. Ну, будем знать. Ладно, идем пробовать. Ребят, такая красота. Коптильню прибрал. Пойдем пробовать. Ну, а сегодня, конечно, естественно, приготовили, обработали рыбу. Пожарим. И котлеты. Вот как-то так в деревне. Коптилочка понравилась. Немножко лоханулся, ну, в общем, будем пробовать. Единственное, то, что сейчас будем коптить дома. Уже не будем выходить на улицу, заводить мангал. Спокойно дома на плите. Обычно занимаюсь рыбой я, вот именно копчу, там мангал, а сейчас спокойно может супруга заняться этим дома. Отлично. Лучше налима бери. Нет, я вот это начала есть. Лещичка. Я налим. В общем, друзья, всем приятного аппетита. Мы вот маленьких налимчиков сейчас поклюем. Уже темнеет. Ну что, как, девки, нормально? Очень вкусно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех пап. Сегодня Международный день пап. Так что, мужики, с праздником. Ай, красота. Все, ребят, приятного аппетита. Давайте, всем здоровья крепкого. Ну и увидимся на рыбалке. Мама нанимает. Малиночку. Вот маленькой заглотили. Папа вот вчера вот таких отпускал, знаешь, как у него попалось.